Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Новый кров. Здесь руководством региона для них создали все необходимые комфортные условия. В Грозном активными темпами возводят поселок для палестинцев. О том, как проходит адаптация беженцев в Чеченской Республике, расскажем в нашем эфире. Приятное времяпровождение. Фильм планируют выпустить в прокат в других городах, не только нашего региона, но и по России. Новый кинотеатр открылся в Аргуне. Что представляет собой современный проект, смотрите в нашем выпуске. Новые абоненты. Для подведения газа жителю необходимо подать заявку. Это можно сделать через сайт «Газпром газораспределение Грозный» или прийти в один из филиалов. Как продвигается работа по социальной дегазификации, узнавал наш корреспондент. В правительстве региона состоялось совещание под председательством премьер-министра Муслима Хучиева. Это первая рабочая встреча с участием первого заместителя руководителя администрации главы и правительства субъекта Хадижат Кадыровой. На повестке дня были рассмотрены вопросы финансирования социальных выплат, снижения неформальной занятости и повышения общих доходов граждан. Кроме того, официальные лица обсудили вопросы обеспечения достойных условий для семей с детьми, создания дополнительных рабочих мест и стимулирования предпринимательской активности в регионе. Палестинцы, находящиеся в Чеченской Республике, постепенно привыкают к мирной жизни. Для переселенцев предусмотрены все условия для комфортного проживания и работы. Для беженцев строится целый поселок. Как осваиваются новые жители субъекта после ужасов войны и как протекает их быт, поделится Мадина Кураева. Уже больше 2 месяцев в Чеченской Республике проживают 206 палестинцев. Временно они размещены в этом лагере «Горный ключ», который находится в селении Автыры. Здесь руководством региона для них создали все необходимые комфортные условия. Несмотря на все трудности, которые пришлось пережить этим детям, они с улыбкой смотрят в светлое будущее. Переселенцы уже освоились в регионе и чувствуют себя здесь как дома. Безмерно благодарят главу субъекта и чеченский народ за такую поддержку. Я очень довольна. Здесь мы живем хорошей жизнью. Учимся, ходим на завтрак, гуляем. У меня появилось много друзей. Тут также рядом протекает красивая речка. Жду лета, чтобы туда пойти. Предоставляется не только проживание, питание. Для них проводятся различные мероприятия, занятия по русскому языку. Детей устраивают в сады, школы и высшие учебные заведения. Уже с начала месяца некоторых трудоустроили по профессии. Большинство из них медицинские специалисты. Некоторые беженцы начали работать в лагере. Классный коллектив, и они меня приняли, очень душевные люди, и работать с ними одно удовольствие. Я как помощник на кухне, я помогаю всем, кому требуется помощь. Я могу почистить овощи, я могу помыть посуду. Знаете, для меня это было прям шоком, что настолько сильно люди откликнулись на нашу беду. Для меня это стало глубоким потрясением, и я очень рада, что нас здесь так приняли. На этом не все. Для беженцев в Грозном региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова активно возводит коттеджный поселок. Старт строительству дал лично глава региона Рамзан Кадыров. Здесь будут 5 двухэтажных домов на 35 квартир, что соответствует количеству семей. На данный момент ведутся работы по разработке котлована. В дальнейшем предстоит работа по устройству подушки, заливки фундамента плиты и дальнейшего возведения каркаса. Дальше будут задействованы больше техники. На данный момент 15 техник задействовано и до 20 человек рабочих. Такого подарка палестинцы и не ожидали. Каждый рад, что выбрал именно Чеченскую Республику, ведь местные жители разделили их горе как свое. Мы каждый день делаем дуа, скажем, что Аллах построит для вас дома в рай, как вы нам построили дома
И, конечно, у нас нет слова, не хватает, чтобы благодарить и оценить вот это такие шаги, которые наши братья сделали для нас. Несмотря на боль, которую они пережили и переживают, эти люди не сдаются. Благодарят Всевышнего за все. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Военный оркестр отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии провел музыкально-патриотическую акцию «Прощание славянки. Марш, объединивший народы». Проект приурочен к 140-летию со дня рождения автора легендарного музыкального произведения, военного дирижера и композитора Василия Агапкина. Концертная программа состоялась в средней школе номер 1 селения Толстой Юрт. В ходе выступления росгвардейцы рассказали школьникам об истории автора, жизненном пути и становлении его профессии. Зрители не остались равнодушными к мастерству военных музыкантов и отблагодарили их бурными овациями. В Аргуне появился новый кинотеатр. В честь этого события собрались чиновники и местные жители. Открытие прошло с показом фильмов про чеченских героев. Какие впечатления остались у зрителей от такого подарка, расскажет Наталья Депутатова. На долгожданное событие в городе Аргун собрались гости, чиновники и жители городского округа. Ведь ожидали этого уже давно. Перед открытием прочли дуа. Проект был инициирован заместителем председателя правительства региона по социальному блоку Айшат Кадыровой, в то время, когда она еще возглавляла Министерство культуры Чеченской Республики, а также Госуправлением по кинематографии. Современный кинотеатр «Артс» с функцией 3D, просторный, с большим экраном, рассчитан он на 100 мест. Местное население, конечно, обрадовалось открытию. После торжественного разрезания ленты первые зрители прошли в зал. Здесь в качестве премьеры и подарка кинотеатру прошла демонстрация работ, которые были реализованы в рамках гранта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В этих короткометражных фильмах показана история их жизни, очень коротко, сжато показана история жизни и некий посыл нынешней молодежи, каким должен быть настоящий чеченский герой, скажем, Даконах. В этом есть весь вот это. Сегодня при открытии нашего кинозала мы решили воспользоваться случаем и сделать презентацию нашего киножурнала. Мы очень благодарны Ахматовичу Кадырову за то, что он поддерживает область культуры и искусства и кинематографа нашей республики. В проект «Нохчин Онахи» входит 5 короткометражек. Они уложились в 28 минут. 2 из них о Зелимхане Харачоевском, или как его еще называют, Абрек Зелимхан. Одна посвящена Байсунгуру Биноевскому, приближенному наибу имаму Шамиля. 4-я о нашей современной истории и ее героях сейчас находится на стадии монтажа и будет представлена к показу чуть позже. Еще один фильм о прощении кровника. Все они основаны на реальных событиях. Последнее повествует историю человека, который, будучи молодым и безрассудным, в обычной драке случайно убивает соперника. После этого он уходит в лес и живет там отшельником. Родственники погибшего, желая отомстить, долгое время разыскивают убийцу. Но спустя долгие 15 лет Абу, сын погибшего, отыскав наконец Мусу, не говоря ему, кто он, выслушивает его историю, рассказывает ему, кто он такой, говорит, что прощает его, предлагая вернуться в село. У Мусы, и так уже наказавшего себя добровольным отшельничеством, молившего Всевышнего о прощении, не выдерживает сердце, и он умирает прямо на руках человека, отца которого он убил много лет назад. После того, как в зале включился свет, стало понятно, насколько эта история поразила зрителей. Многие стирали слезы с лица.
Истории чеченских героев, рассказанные в формате короткометражных фильмов, по-настоящему трогают душу, проникают глубоко в сердце. После официальной премьеры ближе к лету фильм планируют выпустить в прокат в других городах, не только нашего региона, но и по России. Это позволит ближе узнать историю, культуру и традиции чеченского народа. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Активно продолжается реализация программы социальной дегазификации. В рамках нее голубое топливо бесплатно подводят к домам жителей. О том, как идут работы в Шалинском муниципалитете по подключению газа, расскажет Рамзан Абуев. В селении Автуры с самого утра в нескольких метрах от домов кипит работа. На этих опорных столбах совсем скоро будет проложен новый газопровод. Семья Мялк-Эзни Ташуевой вместе с 3 соседями собрали деньги и за свой счет подключились к газовым сетям еще в 2010-м. Проведен он не в соответствии с нормами безопасности. Смена газопровода была делом времени. Hinter der Richten Bokbu har besfatna tron ronne mos so human artgedel do ket erdun da du khazkert har hayal washu la thala in hala yeshugat al hala in hayal washu идея рейс кhalil массана бединдо. Всего в Шалинском муниципалитете в текущем году в планах дегазифицировать порядка 450 домовладений. Общая протяженность составит 14 километров. С начала дегазификации 2021 года на данный момент выдвигано около 48 километров протяженностью линию. Судья 670 абонентов декачин газаю. Нам бал бяшту на газ салита. Я ахуекшту. Войниц мелкоча. А вот жительницы местной юрты Яхите Юсуповой подвели газ не только к границе ее участка, как того предполагает закон, но и помогли с полным подключением дома к голубому топливу. Более того, купили газовую плиту, счетчик и оформили техническую документацию за счет компании. Заявки лир асчу. Эсдинья хабякен. دولشدك دوسم تعترو باتهم ياتر وحيلا شا ميلدول هم دادين هقار مصو معي تحايد صحايد داج مشي تشوخي دوات وقع خدات ستوخ لول خوشكر يوخ شلانكش يات مشي كراتين شلانكش يات إخي تشو دواتن إلا تابين إدادين دادا غرقتها. Однако на этом не все. Помогли и с подключением к электричеству. Она воспитывает 4 детей без отца. Сын с ограниченными возможностями здоровья. Сама также болеет, перенесла ряд операций. يعيش وشا داتسا دانا نا داتسا سيديل ديو سينان سن سيدا سن يحيولش داتي سيلا باكن هقار إديش سو سمل دليالشير خزخيات ديل ديو ديلا دعا متكيات سرقسي. Если раньше подвести газ к участку выходило в круглую сумму, то сегодня на помощь многим пришла программа социальной дегазификации. Подготовив соответствующие документы, голубое топливо к домовладениям подводит абсолютно бесплатно. Такая поддержка жителям существенна. Для подведения газа жителю необходимо подать заявку. Это можно сделать через сайт «Газпром» газораспределения Грозный или прийти в один из филиалов. Также доступна возможность подать заявление через портал госуслуг или с помощью портала единого оператора газификации «Сосгаз РФ». Рамзан Абуев, Рахман Хаджуев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.